На специальную военную операцию я попал в прошлом году. Ну, с работы вызвали. Вот. И как долг я должен все равно защищать родину свою. Вот. И в прошлом году приехал, контракт подписал и приехал сюда, в Запорожье. Можешь вспомнить свои первые дни, когда ты попал на спецоперацию? Как это было, какие чувства и эмоции ты испытывал в тот момент? Да, нас бросили сразу в Донецкое направление, местность Башмак. Это было уже год назад, уже 19 числа октября. Мы заходили на лесополку под названием Башмак, брали. Но эмоции были какие. Мы не знали, куда попали, во-первых. Эмоции бесстрашие было. Попали. Нам было указание взять лесополку. Мы ее выполнили, взяли. Вот ты уже довольно долго находишься на специальной военной операции. Скажи, как, по-твоему, человек может привыкнуть к войне, к боевым действиям? Да, человек может привыкнуть. Ну, есть два типа людей. Кто сразу у кого-то, кто-то привыкает, например, пацаны все привыкают, а кто-то уже боится, уже хочет домой обратно. Ну, это через месяц, через два, сразу видно по человеку. Ты уже знаешь, что он боец или не боец. Скажи, пожалуйста, что в твоем понимании значит слово патриот, патриотизм? Патриот, патриотизм. Если понимать, ты должен защищать свою родину все равно. Все равно от врагов, от фашизма этого. Как говорится, у меня есть в крови, и я должен защищать. Скажи, пожалуйста, почему или по кому ты больше всего скучаешь? Конечно, по своим детям, по родине. Вот. С детьми всегда у меня связь. Пишут, звонят. Друзья тоже, когда в лес идут, отправляют видео. Я тоже смотрю. По родине и по детям своим. В 2017 году ушел с вооруженных сил на пенсию. В 2022 году по мобилизации попал на СВО. Можешь вспомнить первые дни пребывания на СВО? Как это было? Какие мысли, эмоции, чувства? Когда мы ехали на СВО, у всех был патриотический бешеный подъем. По прибытии, увидев реалии, не так, как это по картинкам, прибавилось чуть больше, скажем так, злости и обиды за наших людей. И патриотические чувства вышли на новый уровень, на более высокий, так как мы не по телевизору, не понаслышке увидели все то, что творилось на территории Украины, сейчас уже признанных территориях Российской Федерации. И злость придавала больших сил для того, чтобы идти к победе. Тебе здесь снятся сны? Бывает, что снятся, скажем так, чаще всего это якутская рыбалка, как ни странно, потому что не хватает этого. Наверное, чаще еще снятся родные, близкие. Таких снов, именно связанных с войной, были только в начале 22-го, когда прибыли, 22-23 год. Сейчас уже как-то, наверное, потому что уже просто привыкли ко всему. Человек, как говорится, ко всему привыкает. И сейчас уже больше снятся сны о том, чего не хватает. Это общение с родными, близкими, теплоты душевной, как говорится, именно тактильной. А так, чаще всего без снов. Но снятся. Нету такого, чтобы вообще не снились. Скажи, пожалуйста, что ты вкладываешь в понятие патриот и патриотизм? Патриотизм и патриот – это для каждого человека это свое понимание. Для кого-то патриотизм – это сидеть на диване и писать комментарии в пабликах. Для кого-то патриотизм – это прийти сюда и защищать свою родину. Также в моем понимании патриотизм – это те люди, которые собирают по крупицам гуманитарную помощь и отправляют сюда нам на СВО
Получая гуманитарную помощь, мы понимаем не только то, что о нас не забывают, о нас помнят, и о том, что нам сопереживают миллионы людей, наших сограждан. И также это все придает сил. В 2022 при мобилизации попал в это, уехал с города Якутска, забрали, ну и попал в штурмовой отряд. После этого, после ранения приехал и сейчас нахожусь в разведывательной группе. Можешь вспомнить свои первые дни, когда вот ты попал на специальную военную операцию? Какие у тебя были ощущения, эмоции, мысли? Эмоции были такие же, как и на срочке, поэтому как я служил на в вооруженных силах, поэтому понимал уже, как все это будет действовать, планироваться, поэтому так такого ощущения не было. Но да, понимал то, что еду уже на войну, а не так служить. Поэтому были такие ощущения, как опасения, можно сказать, и переживания тоже. От жены далеко нахожусь. Тебе здесь снятся сны? Сны, да, снятся, бывают. Что снится? Конечно. В основном те, которые я прошел, и те, которые еще не прошел, можно сказать, это с войны уже снится, как бы то, что это подрывается, ранения получаешь, всякое такое. Ты уже думал о том, что ты сделаешь в первую очередь, когда вернешься домой с победой? Да, конечно, думал. И, можно сказать, каждый день думаем. И так надеемся, что мобилизованных отпустят домой. Поэтому для начала надо с женой, с детьми. Потом уже с работой то же самое. Что в твоем понимании значит слова патриот и патриотизм? Патриот и патриотизм – это, в моем понимании, как это защищать свою родину и стоять до конца. Как объяснить, почему я оказался на военной операции? Во-первых, долг человеческий. Во-вторых, у меня дочка, внучка в Белгородской области, которых обстреливают постоянно, которые находятся именно непосредственно под обстрелами. Как не поехать на военную операцию, если мы граждане своей страны? Можете вспомнить первый день или первые дни, когда вы приехали на специальную военную операцию? Какие были чувства, эмоции, мысли? Страх. Страх, а больше ничего не было. Неизвестность, страх. Вам здесь снятся сны? Конечно, снятся. Что чаще всего снится? Дом, жена, мама. Что вы, в вашем понимании, что такое патриот и патриотизм? Что вы вкладываете в эти понятия для себя? Как патриот. Патриотизм бывает разный. В моем понятии, это человек должен, во-первых, служить своей родине, переживать за свою родину, за свою страну, за свой народ. А что еще может быть дороже этого, своей страны и своего народа? Меня мобилизовали 22 года в сентябре, конец сентября. И принесли повестку, я пошел в военкомат, сказали ему 83-я бригада. В тот момент, когда тебе вручали повестки, какие у тебя были мысли? Не очень хороший, но защищать долг Родины надо дать. Можешь вспомнить свои первый день или первые дни на специальной военной операции? Какие у тебя были мысли, эмоции, чувства? Это все новое было тогда. Вот такое еще нас определили в воздушно-десантные войска, 83-й, отдельный гвардейский. Чуть-чуть чувство гордости было. Сколько времени прошло между тем, как ты приехал сюда и
попал в первый бой? Полгода. Можешь вот описать первый бой? Вот как ты в него шел, какие у тебя были тоже мысли в этот момент? Ну, весело было. Весело. Ну и чуть-чуть страшно. Ну, весело было. Это мы в Клещеевку заходили в 23-м году. И еще такой вопрос. Почему или по кому ты больше всего скучаешь из гражданской жизни? И по родителям, по друзьям, по девушке. Ты уже думал, что сделаешь первым, когда вернешься домой с победой? Ну, отдохнуть 2 недели, потом работать. В прошлом году, получается, где-то в октябре узнал, что в Якутске у нас начинается набор по БПЛА, бесплотные аппараты, ну, все такое. Узнал, пошел, записался. Ну, сначала, как обычно, разговор прошел. Нужен я такой, не нужен. После этого как бы подписал контракт, начали учиться, отправили сюда. Можешь вспомнить свои первый день или первые дни, когда ты попал на специальную военную операцию? Какие у тебя были мысли, эмоции, чувства? Если честно, эмоций не было никаких. Я не знаю почему, но сам по себе, может, такой человек, что слишком не эмоционирую, стараюсь думать, рассуждать как-то, наверное, хладнокровно. Сколько времени прошло после того, как ты заехал, и первый бой? Как мы сюда приехали? Ну, мы здесь, в принципе, долго еще обучались. Как бы у нас все-таки специфическая работа, из-за этого нужно уметь хорошо это все делать, чтобы не было такого, что ты на передке уже неправильно как-то себя повел. Из-за этого у нас как бы обучали, мы здесь где-то 2-3 месяца, наверное, обучались, потом уже нас отправили на передок. А скажи, пожалуйста, что в твоем понимании значит слова патриот и патриотизм? Ну, патриот — это... Патриотизм и патриот — это все-таки, наверное, твоя страна, во-первых, да, государство твое и люди. И я в большей мере, наверное, пришел сюда за своей семьей. Как бы семью надо защищать, тем более она большая. По кому или почему ты больше всего скучаешь из гражданской жизни? По семье, по всем. По детям, по жене. Ты уже думал о том, что ты сделаешь в первую очередь, когда вернешься домой с победой? Построю дом.